сказать, что в своей презентации я, конечно, не могу охватить все, что нужно знать учителям, и вообще-то каждому человеку на нашей планете. Но постараюсь остановиться на некоторых основных моментах, для того, чтобы правильно сориентировать тот материал, который представляется для школьников, для студентов, для учащихся молодежи, для того, чтобы они понимали значение основных таких экологических явлений, процессов и понятий и так далее. И это я постараюсь сделать на примере экосистем Центральной Азии. Можно сказать, что эта тема не очень разработана. В последнее время стал, так сказать, реализовываться экосистемный подход. Очень много тут, подходов, самых разнообразных подходов. Но, наконец, просчитывается уже более-менее целостный подход. И в самом начале и на протяжении всей презентации я буду говорить о том, что ничего нет более важного и ценного в мире, в котором мы живем, как естественная экосистема. Все остальное по сравнению с ним, конечно, уже отодвигается на задний план. И только естественные экосистемы создают условия для существования вообще жизни на Земле, в частности, жизни человека. И вот это очень важно, чтобы было отражено в, так сказать, в образовательном процессе. Пожалуйста. Вот те вопросы, которые я собираюсь рассмотреть. И, конечно же, эти вопросы все не будут раскрыты полностью. Для этого нужен как минимум целый курс. Но вот эти вопросы все так или иначе необходимо будут затронуть. Это задачи, это экологическая ситуация, экологическая воля, экосистема Центральной Азии будут рассмотрены их как раз экосистемные функции и как они выполняют какое значение в этих различных экосистемах. Отдельно выделены экологические функции лесов, я объясню почему. Экодеятельность, соотношение ценностей, неустойчивость, тут опечатка. Значит, роль образования, неживая линейность, это все будет раскрыто. Дальше, второе. Разрушение систем, как происходит. Образование для устойчивого развития – это только некоторые, так сказать, моменты, некоторые акценты. Экологическая идеология и культура. Что такое жизнь? Потому что до сих пор нет четкого понимания. Круговорот веществ, ответственность, цель и принципы. Вот те моменты, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание в процессе сегодняшнего выступления. Дальше. Вот основная задача. Основная задача экологического образования является формирование понятийного аппарата, позволяющего ориентироваться в экологической ситуации и навыков, умений экологической интерпретации информации. Это очень важно, потому что мы очень часто не понимаем смысла того, что происходит у нас перед глазами с экологической точки зрения. И не понимаем смысла той информации, которую мы получаем. Ну, например, мы, положим, весной едем по дороге и очень восхищаемся прекрасной картиной
огромных маковых полей. Очень живописный ландшафт, очень приятно глазу, но это крик отчаяния природы, потому что в нормальной травяной экосистеме маков почти нет. Это значит, травяная экосистема разрушена до основания. Это вот интерпретация экологическая той очень красивой картинки, которую мы привыкли наблюдать. Это мы можем массу таких интерпретаций делать, и нужно вооружить учащихся, чтобы они умели понимать, интерпретировать вот эту информацию, то, что они видят, и то, что именно с экологической точки зрения. Экологическая ситуация – это то, что создает то состояние экологическое, которое существует в настоящее время и вообще в каждый данный момент времени и в каждой данной стране и в мире в целом. Это вот экологическое состояние состоит из природы, из общества и экологической воли. Но природа – это та часть биосферы, которая функционирует по естественным законам, это естественные экосистемы, это дикая природа, прежде всего. Общество включает в себя население и вторую природу, то есть преобразованную среду, поля, населенные пункты, коммуникации, это далее, то, что мы называем антропогенными экосистемами. И вот я специально обращаю ваше внимание на экологическую волю, потому что это чрезвычайно важный момент в том, чтобы, так сказать, правильно строить взаимоотношения свои с окружающей действительностью, как между собой, так и между людьми и природой. Вот экологическая воля определяет способ взаимодействия с природой. Экологическая воля не является синонимом экологического сознания, экологического знания, поскольку в отличие от него становится компонентом действия. Это действие. Оно не обязательно должно быть основано на знании. Это действие, которое направлено на изменение конкретной какой-нибудь ситуации. И вот в процессе этого действия может потребоваться как раз то знание, которое позволит сделать это действие успешно. Вот экологическая воля обуславливает именно характер воздействия человека на природу. Дальше. Ну вот, экологическая воля – это правильно ориентированный вектор. Воля является наиболее надежным для организации долговременных и целенаправленных действий, нежели просто поле сознания. Действительно, если будет экологическая воля, то тогда вот она как раз на себя будет нанизывать все действия, все устремления и к знаниям, к информации и так далее. И самое главное, что она в конечном счете организует конкретные действия на изменение ситуации к лучшему. Дальше, пожалуйста. Ну, теперь мы переходим к экосистемам Центральной Азии. Я уже вам говорил, что это достаточно новая тема для науки. И вот здесь представлена, так сказать, общая картина экосистем Центральной Азии. И вы видите, что это достаточно разнообразная экосистема, хотя это действительно очень большая территория Центральной Азии, от южных границ, скажем, Западной Сибири до южных границ бывшего Советского Союза, до границы с Афганистаном, Ираном. Значит, вот и Китаем. И здесь, значит, мы видим, как, значит, участки вверху, те, которые, или вообще по всей территории, те, которые имеют широтную зональность, то есть связанные с широтным положением географическим по отношению к полюсу. И мы видим здесь и высотную зональность, которая характерна для гор Центральной Азии, которая связана не с положением по отношению к полюсу земному, а по отношению к уровню океана. Здесь
существует так называемая вертикальная плоскость, которая во многом аналогична зональной, равнинной плоскости. И вот она, значит, идет от лесостепей, степей, значит, полупустынь, пустынь, и, значит, вот в горных условиях вот этот весь ряд как бы повторяется по направлению к снежным вершинам. Дальше, пожалуйста. Вот характеристики основных экосистем Центральной Азии. Вы видите, что наибольшую территорию занимают пустыни. Поступает им несколько степей. Достаточно большое количество это пашни. Из этой пашни вот только вот эта часть, это орошаемая пашня. А это все вагарная пашня, в основном в Северном Казахстане. И вы видите, что леса, вот они здесь красным они занимают очень небольшую часть территории, общей территории Центральной Азии. Они занимают всего 0,3% леса. То есть Центральная Азия в целом безлесная, пустынная территория. И в этом кроется большинство проблем этой экологических проблем этой Центральной Азии. Ну и тут очень небольшая часть есть высокогорные луга и среднегорные травяные экосистемы, это очень небольшая часть, и горные кустарные экосистемы. Дальше, пожалуйста. Вот эти площади показаны на графике, и вы видите, что пустыня занимает здесь наибольшую площадь. На втором месте стоят степи, и на третьем уже антропогенные, то есть полностью измененные человеком экосистемы. И вы видите, что леса здесь занимают ничтожную часть от площадей всех этих экосистем. Следующее. Значит, но экосистемы ведут значит, диалог с окружающим миром не через площадь, а через свою биомассу. Именно биомасса и на единицу площади, и общая биомасса показывает, насколько интенсивно взаимодействует с окружающим миром и насколько интенсивно меняет этот мир к лучшему вот эти экосистемы. И вот мы видим, что леса, хотя они не ничтожны, но они уже благодаря своей значительной биомассе имеют достаточно сильное воздействие, несмотря на ничтожную часть. Она сильное воздействие на окружающую среду. На втором месте стоят степи, пустыни, несмотря на свое господство по площади, они уступают, намного уступают вот, тем лесам, ничтожное количество которых в центральной лесе. Потому что они обладают очень малым биомассой и очень малым положительным воздействием на окружающую среду. Ну, это все по этим. И нужно сказать, что здесь вот эти антропогенные экосистемы, они обладают достаточно высокой общей биомассой благодаря значительной своей площади и благодаря тому, что в среднем они тоже, так сказать, имеют относительно большую биомассу. Но нужно иметь в виду, что все антропогенные экосистемы, они не способны создавать благоприятную экологическую среду. Они все являются разрушителями благоприятной экологической среды. И поэтому вот это не самая лучшая, так сказать, не самая лучшая характеристика. Поэтому вот эту разрушительную силу, вот эта все разрушительная сила, она должна быть в значительной мере компенсирована созидательной деятельностью вот этих вот естественных экосистем.
Хорошо. Ну вот я говорил о лесе, и здесь я специально делаю акцент на то, как значит, лес воздействует на формирование среды обитания. Вот эти экологические функции лесов, прежде всего, сохранение биоразнообразия, несмотря на их ничтожную территорию, они сохраняют в себе значительно большее разнообразие, чем степи, положенные пустыни вместе взятые. Они являются, значит, тем, значит, что в природе сохраняет почву и концентрирует влагу, влагозащитная и водорегулирующая функция, и, наконец, средообразующая. Потому что леса не просто соответствуют определенной среде обитания, леса формируют среду обитания. И это вот чрезвычайно важно понимать, потому что никакие другие экосистемы не могут быть сравнимы с лесами по этой функции. Мало того, для нашего региона, для Центральной Азии, где жуткий дефицит влаги, леса могли бы стать именно тем, что могло бы улучшить, так сказать, увлажнение этой территории. Уже в начале 90-х годов я встречался и с творческой интеллигенцией, и с научной интеллигенцией Центральной Азии, на таких общих сборищах. И мы пытались там выработать специальные, значит, как бы подходы для улучшения экологической ситуации в Центральной Азии. И я в свое время, уже в то время, предложил, это было, значит, уже больше 20 лет назад, предложил, что давайте все вместе попытаемся убедить наше правительство, чтобы они по возможности повышали лесистость территорий наших стран. Это самое действенное средство. В наше время живет великий ученый Горшков, он, значит, питерский, но он сумел показать совершенно точно и достоверно, что именно леса являются самым мощным климатообразующим фактором на планете. И он показал, что леса являются как бы насосами влаги. И если бы, положим, на берегу Каспийского моря, Каспийское море испаряет безумное количество влаги, но вся эта влага проносится на территории Центральной Азии и выпадает где-то в Тихом океане. Есть совершенно реальная возможность хотя бы часть этой влаги осадить на территории Центральной Азии. Это нужно было просто посадить леса на берегу Каспийского моря. Все считают, что это глупая фантазия, на самом деле это реально. Потому что вот если бы лет 20 назад за это дело взялись, мы уже сейчас имели определенные результаты. Но в свое время Туркменбаши пытался облесить пустыни туркменов. Это тоже благое дело, но это не привело к должному эффекту, потому что надо было, если облесять, то именно берега Каспийского моря. Там должны быть созданы действительно большие массивы, которые бы смогли стать вот этими насосами влаги, которые бы попадало в нас. Вот они бы сосали прямо вот эти влажные массы воздуха из Каспийского моря, и все бы это передавали на воздух. Но вот этого не состоялось. И именно почему? Потому что это не состоялось у нас в голове.
Это не состоялось вдалось ни у правителей, ни у простых людей, ни у кого. И если уже такие подобные вещи невозможно, так сказать, как бы осмыслить, понять, хотя это научно доказано, то что говорить о всех остальных таких попытках, которые мы говорим, должны привести к улучшению экологической ситуации. Это чаще всего, большинство, они имеют очень ограниченные действия. Можно очень много шуметь, очень много трещать, но что-то такое делать, где-то отчитаться, где-то друг друга похвалить, но ситуация кардинально от этого не изменится. Вот почему нужна экологическая воля, которая была бы направлена на определенную цель и на ее достижение, а не просто, так сказать, какие-то телодвижения, которые, в общем-то, не приводят к конечному результату. Вот экодеятельность. Источником кризисной экологической ситуации является человеческая деятельность. Нет другого пути для ее улучшения, как через человеческую деятельность, определенным образом ориентированную. Экологически правильное действие ценнее, чем просто экологически ориентированное сознание. Надо действовать, а не просто что-то знать. Организующим началом является экологическая воля, направляющая экологическое воспитание, образование и экологическую деятельность. Далее, пожалуйста. И, что очень важно, нужно понимать, что в нашем мире сейчас господствуют два способа управления, две области управления. Это область управления политика и область управления экономикой. Есть еще третья область управления поведением людей, это культура. Но вы все будете очень сильно смеяться, если я скажу, что культура у нас, в нашем человеческом обществе, является главной, так сказать, в сфере управления. И правильно будете смеяться, потому что на самом деле господствует политика и культура. С точки зрения экологии это как раз разрушительно, потому что и у политики, и у экономики очень низкие, очень близкие горизонты. Но вот экологические процессы, они очень имеют дальние горизонты и такие способы воздействия, которые находятся за пределами обычного способа осознания, особенно вот этого способа, который воспитывается политикой и экономикой. Ну что у них? У них горизонт в основном 5 лет. Но самое больше 10 лет. Всерьез они рассчитывают где-то только и принимают решения на период только 5 лет. И они мало что по времени, но они по, так сказать, воздействию тоже чрезвычайно узко, так сказать, имеют очень узкую сферу. Вот прибыль получают здесь и сейчас, а пусть хоть весь мир подохнет там и потом. Но прибыль здесь и сейчас мы получим. То же самое. Политический успех здесь и сейчас, а катастрофа там и потом. Это главный принцип и политиков, и тех, кто работает, так сказать, по жестким рыночным механизмам. То есть, с точки зрения экологии, те экономические и политические механизмы, которые регулируют поведение людей, государств и так далее, они несостоятельны, потому что они не соответствуют. Должно быть соответствие. Вот они не соответствуют. Не соответствует задаче сохранения экологической стабильности. Без экологической стабильности не может быть устойчивого развития, сколько бы об этом ни говорили. Поэтому, вот я был на занятиях, которые проводил Деннис Медоуз, это крупнейший ученый современности, один из членов Римского клуба. И
вот этот Денис Медович показал, что почему вот мы действуем столь близоруко. Потому что вот мы привыкли именно в рамках масштабов, так сказать, мышления, экономики и политики действовать. И поэтому он говорит, что это вообще, в принципе, характерно для человека. У него нет встроенных механизмов для длительного, так сказать, отслеживания последствий. И, соответственно, вот этим дальним последствиям, чтобы человек строил свои теперешние действия. Он говорит, что человек именно поэтому в человечестве развиты такие пороки, как пьянство. Он получает удовольствие сейчас, а расплачивается потом. И расплачиваются еще и другие. То же самое можно говорить и о различного рода венерических болезнях, о наркомании и прочих вещах. Вот эти недостатки человеческого сознания, они компенсировались с древних времен при помощи культуры, потому что человек вышел из природы, вооруженный только инстинктами. Но инстинкты, когда он вышел из природы, перестал соответствовать хоть какой-нибудь экосистеме, они перестали, так сказать, быть надежным ориентиром для его деятельности. И человек, прежде чем стать человеком современным, потерпел множество катастроф. Именно на этом пути, на том пути, что он не смог соответствовать природе, в которой он существовал, которой обязан соответствовать, как и мы тоже обязаны соответствовать. Вы знаете или не знаете, но все современное человечество произошло всего от небольшой группы, которая в себя включала меньше 100 человек. Вот одновременно с этой группой существовало где-то около полумиллиона человек. Вот эти полмиллиона человек не оставили никакого генетического следа в современном человечестве. Они все вымерли, потому что их культурные регулятивы, которые, так сказать, пришли на помощь уже не действующим регулятивам инстинкта, были не соответствующими задаче построения правильных отношений с природой. И только одна группа случайно, совершенно случайно, нашла необходимые вот такие регулятивы. Система табу, запретов, она не обсуждалась, не объяснялась, вот это нельзя делать, и все. Если ты делал, нарушал это табу, то изгонялся или тебя убивали, и так далее. Это было очень жестоко, но это было необходимо. И только такая система вот этих регулятивов культурных, она не спасла вот эту группу. И потом появилось множество языков, множество этносов, которые смогли расселиться по всему миру. И благодаря разным языкам, разным культурам, они стали соответствовать вот всему разнообразию, так сказать, вот этих экологических условий, которые существовали на Земле. И поэтому сейчас вот современная глобальная цивилизация, которая снова нас всех сгоняет в один язык, в одну культуру, западного образца, прекрасной культуры. Но какая бы она ни была, и каким бы замечательным ни был английский язык, если мы все туда упадем, мы исчезнем с лица Земли, как человечество. Потому что никакая, даже самая высокоразвитая культура, никакой язык не могут полностью отразить все те особенности, которые существуют в природе, и которым человечество должно соответствовать. И должно быть, кроме того, вот, кроме национальных особенностей, приспособления к природным условиям,
и должно быть межнациональное обязательно общение, которое вот этот опыт должно обобщать. Ну, я бы мог здесь вам рассказать много очень интересных случаев, но это, наверное, заняло бы слишком много времени, но один замечательный случай я расскажу. Значит, вот в Австралии в настоящее время самая лучшая система охраны природы. Лучше в мире нет у них такой. У них прекрасная национальная парк, великолепно налаженная охрана, очень высокое сознание жителей. Они не позволяют себе нарушать вот этого режима. И вот эти национальные парки сейчас подвергаются огромной опасности. Они стали гореть. Вы знаете, что огромные пожары там полыхали на протяжении многих лет. И именно в национальных парках, не где-нибудь, где это охранялось. Вот. И они были в отчаянии. И в конце концов кому-то пришла в голову мысль, ну как же, в этих парках на протяжении тысячелетий жили аборигены, и они как-то жили, никаких пожаров не было. А когда национальные парки создали, то всех аборигенов, естественно, выгнали, потому что им там делать нечего, это же не сочетается с жесткими законами охраны от человека, дикой природы. Вот их выгнали. Потом стали искать какое-нибудь племя, которое хоть что-то помнит. Нашли это племя. Вот. И, значит, там каких-то 2 человека, которые сказали, да, вот что-то такое мы помним, как наши предки это делали. Ну хорошо, давайте поедем туда, вы вот в этом парке нам расскажете, что надо нам делать. Нет, мы, говорит, не можем поехать, потому что мы должны ехать со всем племенем. Но вы, говорит, халявщики, вас просто консультацию от вас просят, а вы тащите все племя, так сказать, на прогулку бесплатно. Они говорят, ну не хотите, не надо, вы же к нам обратились, а не мы к вам. Не хотите, мы здесь хорошо посидим. Короче говоря, они там, ну, у них же проект, у них там, они расписали деньги на 2 консультантов. Вдруг целое племя. Извините, это же тяжелая штука. И причем, это с точки зрения цивилизованного человека полный идиотизм. И действительно, халявное настроение вот этих дикарей. Вот. Ну, в общем, они повозмущались, деваться некуда, те не хотят, без племени. Это пришлось не один вертолет, а целую кучу вертолетов на них. Прилетели со всем племенем, и они сказали, вот все племя там, а мы вот здесь будем. Там племя пошло на том месте, куда они сказали, пляшет, танцуют, а эти сидят, ничего не делают. На этом самом месте, где они сказали, что мы будем вам показывать, как надо беречь лес. Они говорят, ну что вы теперь рассказываете, вот мы на месте, вы обещали, а, говорят, еще не время. Как не время? Ну, сейчас нельзя. Ну как это нельзя? Ну вот нельзя, наши предки не делали, вот в это время ничего не делали. Именно ничего не делали. Да вы что, с ума сошли, вот в вас столько вложились, не нравится, везите нас обратно. В общем, короче говоря, они уже все буквально взбесились, эти организаторы, готовы были убить этих дикарей. Вот. И, наконец, значит, потом договорились, а что, все равно потратились. Значит, а эти, значит, членяют пальцы, сидят там, на небо смотрят, поплевывают, в общем, ничего не делают. И главное, что они ничего им не говорят. Что нужно делать, как делать. Их пригласили для консультации. А он говорит, как, мы вам покажем, как наши предки делают. Что значит мы вам расскажем? Мы должны показать. У нас это вот так вот делалось, так вот и мы будем делать. Вот. И, наконец, они сказали, а вот теперь можно. Где-то ближе к вечеру, то все. Вот. И стали бить из сухой травы жгуты, запалять эти жгуты и сжечь этот лес.
которые они приехали охранять, показать, как его, чтобы он не горел. А он на них начинает подпаливать. Тут они на них набросились, говорят, вы что делаете? Вообще с ума сошли, то все, ну не нравится, везите нас обратно. Ну как вот, а если все сгорит, ничего не сгорит. Ну, вот тогда не жгите, а если не жечь, тогда мы ничего не покажем. Вот, ну как можно с ними разговаривать? В конце концов, тоже махнули рукой, дали сигнал этим самолетам, которые должны в случае чего обрушить туда тонны воды. Те жгут, и действительно разгорается, горит трава, горит кустарник, те все в панике, в ужасе, организаторы. А там продолжают бить в бубны, танцевать, плясать и так далее, веселиться. В конце концов, значит, сгорел какой-то участок леса, и сам погас. Вот это все погасло. Причем сгорела только трава и только кустарник. Деревья не горели. И тогда, значит, они дали команду, чтобы та группа пошла в загон. Как в загон? Ну как, вот мы выжгли этот участок, они сюда должны пригнать валапы. Это лесной кенгуру. Вы что, это же национальный парк, здесь нельзя охотиться. Это для валапий создано. Ну вы извините. А мы для чего все это плясали и жгли? Чтобы это у нас часть охоты нашей на валапе. Все, никаких, вот хотите, все, это мы сделали. Но те тоже, в конце концов, нам говорят, это вот нас, предки нас так учили, что чтобы добыть валаби, сожгите кусок леса, и так пригоните валаби, там кустарник не будет мешать их бумерангами или копьями доставать, и все в порядке. Действительно пригнали валаби, они их, значит, добыли, устроили пир горой, те бешенства. Как же вот, без разрешения, без ничего. Вот так вот пригнали, все это дело. Потом, значит, их отвезли обратно, вообще все. Но их потом стали привозить в определенное время. Вот в этот же национальный парк, чтобы они все то же самое делали. Потому что они обнаружили, что после вот этих всех вещей лес не горит, что валаби стало больше. Потому что валаби там очень сильно уничтожали хищники, потому что они в этих кустарниках их не видели. Когда эти кустарники вырядили, то валаби значит, смогли удирать вовремя от хищников и так далее. То есть лес стал гораздо более богатый, разнообразный и более подходящий для тех целей, для чего он охранялся. Вот это не было целью аборигенов. Но у них была цель, чтобы там было достаточно много валаби. И ради этого они вот эту всю экосистему поддерживали в самом лучшем состоянии на протяжении тысячелетий. И вот это рациональное знание, которое сейчас очень маленькое знание, мы вот воображаем, что знание это все, великая вещь. На самом деле рациональное, научное знание это очень маленькая часть вообще знания. И вообще очень маленькая часть информации о мире. Надо быть чрезвычайно, так сказать, ну как бы, большими воображалами, чтобы считать, что мы узнали все о мире, что мы должны знать. Или узнали самые важные законы. А с какой стати мы самые важные законы узнали сейчас? Мы что, боги? Что вот дали себе задание узнать только самое главное закон? А если мы узнали самый главный закон, нам уже другое знание не нужно. Зачем мы тогда занимаемся наукой? То есть очень много вопросов, на которые у современных высокоученых лбов отвечают. И это говорит о том, что на самом деле организация нашего поведения по отношению к природе не должна строиться только на узком таком знании. Да, знание это нужно, необходимо и так далее. Но необходимо также обратиться к опыту предков, которые на протяжении тысячелетий жили в гармонии с природой. И в Центральной Азии
пожалуйста, были древние цивилизации городские, древние кочевые культуры на протяжении тысячелетий. И к моменту, когда все стали переходить к новому образу жизни, природа была достаточно высокой сохранности. Это все произошло за последние 100 лет. Когда человек был вооружен прекрасными знаниями науки, великими достижениями техники и так далее. То есть на самом деле вся эта природа была брошена под ноги экономики и политики. И мы, вся Центральная Азия, были брошены в советское время под ноги военно-промышленного комплекса. И многие разрушения как раз вследствие господства именно так ориентированной. И поэтому мы должны вернуться к культуре. Это не значит вернуться в пещеры древние или просто жить в юртах. Вот. Это надо принципы отношения усваивать. Дальше. Вот я говорил уже о том, что наше знание, наше понимание, это как раз и следствие вот нашего состояния нашего ума. Великий Эйнштейн говорил, что теория определяет то, что мы наблюдаем. Вот наша научная теория слишком узкая, и мы наблюдаем только очень узкую сферу деятельности, и очень часто научная теория направлена на то, чтобы получить какую-то выгоду для человека. Но эта выгода очень часто получается за счет страшного вреда для природы. Конечно, все-таки сказывается это и на теории. Вот. И вот основанное только на этом знании, вот это обучение определяет то, что мы видим. Я уже говорил насчет интерпретации, что на самом деле мы должны так построить обучение, чтобы человек понимал, что он видит именно с экологической точки зрения. Потому что до сих пор вот, знания наши экологически не ориентированы. Вот экономисты утверждают, что окружающая среда является придатком экономики. На самом деле экономика является придатком окружающей среды и ее экосистемы. Поддержание экономического прогресса зависит от реструктуризации экономики и соответствия с экологическими принципами, чтобы сделать ее совместимость с экосистемой. Вот это высказывание Растратова. Вот что нужно внушить и ученикам, и всему человеку. Что экономика и вообще любая деятельность человека должна соответствовать. И тогда человек будет соответствовать природе, и тогда у него есть шанс на выживание на нашей земле. Ну вот, какова роль образования? Призывы правительства и НПО, увещевающие людей меньше использовать автомобили, привлекающие их за покупку товаров, которые наносят вред экосистеме, не действуют. Люди просто не слушают. Создание чувства вины у людей за их образ жизни имеет очень ограниченный смысл. Поэтому нам нужно пересмотреть, как мы утверждаем общественность, снизить уровень загрязнений и носить минимальный вред окружающим. Мы должны сделать устойчивый образ жизни модным. Мы также должны четко показать, что существуют реальные личные выгоды от жизни в гармонии с природой. Дальше, пожалуйста. Вот то, что сейчас характеризует человечество. И нас всех. Это неживая линейность. В отличие от экосистем, которые каждая экосистема поддерживает полный цикл биогена, круговорот веществ. Человечество линейно. Около 50 всех материалов, которые используются и транспортируются человеком, не может быть переработан. 80% всех товаров выбрасывается после разового
Вот. Это все высказывания как раз американских специалистов, которые это видят воочию. И как раз самая благополучная страна в мире, Соединенные Штаты Америки, она самая неблагополучная с экологической точки зрения. Там всего 4% сохранилось нетронутых естественных экосистем. Все остальные в той или иной степени деформированы. Хотя у них очень хорошая система охраны природы. Я был в Соединенных Штатах Америки, приехал от восточного до западного побережья, был в основных национальных парках. Я могу это сказать совершенно точно, что у них национальный парк идеальная система. Но самое интересное, что более идеальная система охраны. Вот национальный парк, там люди вход запрещены. Вот. А более лучшая система охраны это в индейских резерватах, где не действуют законы штатовские, федеральные законы там не действуют. Там они стреляют все, что там у них красный книги. Там они все, что хотят, то и делают с природой. Но там природа в отличнейшем состоянии. И я это, так сказать, лично сумел в этом убедиться. Я был в Нью-Мехико, там был этот национальный парк, и они там, значит, показывали нам нашей группе вот этот национальный парк. Потом, значит, где-то остановились, сказали, дальше нам нельзя ехать. А почему? Туда же дорога есть? Есть. Тут никаких запрещающих знаков нет. Нет. А почему нельзя? А потому что там вот уже начинается вот этот вот резерват индейский. А индейцы запрещают, значит, белым людям пересекать границу без разрешения индейцев. Вот. Я говорю, ну, вот мне очень понравилось, ну, у вас здесь, конечно, прекрасно сохранено, а там вот, мне кажется, значительно лучше. Я просто вижу невооруженный угла. Мне хоть туда, хоть чуть-чуть зайти можно? Вам можно. А почему? Вы не белый. Но я туда зашел. Вот. Они там на границе остановились, ждут меня. Я туда зашел. И это встретился с этими, с индейцами. Вот. Мы очень оживленно с ними поговорили, о чем я до сих пор не знаю. Но было похоже на то, что они меня приглашали в гости. Вот. Но я им показывал на тех, что вот меня ждут. Я не могу принять их приглашение. Ну, мы очень так дружелюбно пообщались. Вот. Ну и главное, что вот я смог убедиться, что действительно вот каким-то чудом там природа выглядит гораздо более девственной, чем на прекрасно охраняемой территории, так сказать, государственного национального парка. То есть вот как раз индейцы, положим, смогли стать необходимой частью природы. И вот это наша задача. Стать всем нам необходимой частью той природы, в которой мы живем. И это вовсе не значит, что нам надо вернуться к индейскому образу жизни. Это просто нужно так построить свою деятельность, свои потребности и так далее, чтобы вот соответствовать природе, другого пути у нас не стоит. Вот тут, конечно, трудно разобраться, это показано стадия разрушения экосистем, и значит, главный смысл здесь в том, что экосистемам, почему они окончательно в конце концов разрушают, экосистемам не дают просто восстанавливаться. У каждой экосистемы, вот естественной экосистемы, есть определенный запас прочности. Но и вот это позволяет его, эти экосистемы эксплуатировать. Но не переходить этот запас прочности, потому что это так называемая субституционная компенсация. То есть после каждая экосистема производит значительно больше, так сказать, продукции биологической, чем нужно для ее существования.
И вот этот излишек всегда можно забирать без всякого вреда для экосистемы. Чем занимались, положим, и охотничьи народы, и значит, кочевые народы и так далее. Но вот когда этот предел переходит, то начинается разрушение экосистем, сначала неполная субституционная конденсация, потом перерождение экосистем, исчезают свойственные виды, они замещаются несвойственными видами. И, наконец, полное разложение этих экосистем. И вот эти вот уже разрушенные экосистемы, они не формируются, разрушают значит, вот эту нормальную субституцию. Вот значит, некоторые моменты, которые связаны с образованием биоустойчивой единицы. Значит, достаточно. Достаточно это сколько? Мы до сих пор для себя не определились. Для нас достаточность всегда определялась вот нашими потребностями. Мы сейчас значит, перешли в режим сверхпотребления, следуя за суперразвитыми странами. И поэтому мы потеряли ориентиры, понимание того, что действительно достаточно для благополучия существования. Ну вот, положим, наши кочевые предки считали, что в принципе нельзя иметь больше богатств, вещей, чем можешь увести на себе. Ну, сейчас это неприемлемо для современного человека, но тем не менее, надо разобраться, действительно ли нам нужно то все, что мы потребляем, при этом необратимо разрушаем природу. Необходимо также вот в достаточности главный принцип, который нужно соблюдать во всех странах, это принцип 40/60. То есть в дикой природе в любой стране должно быть отдано не меньше 60% территории. Не меньше. И это доказанный экологический закон, закон отдыха. Вот. И только 40% могут быть заняты антропогенными экосистемами. Тогда вот может быть достигнута экологическая стабильность в этой стране и в любой части планеты. Потому что никаких других механизмов. Мало того, вот когда я много еще советского времени разговариваю с представителями властей, с депутатами и так далее, и они говорят одно и то же. Сначала мы накормим наш народ, а потом заниматься будем вашей экологией. Значит, экология это моя, а народ это их. Они народ до сих пор не накормили, а экологию разрушили основательно за все это время. Особенно вот в постсоветское время, когда они стали всячески говорить о том, что они следуют заветам предков. Да любой бы из предков бы их выпало вообще. И вообще повыбрасывал бы из окон этого правительства, чтобы они не позорились и страну, и память этих предков. Потому что они так не обращались с природой. Вот. И тут что главное? Вот говорят, что надо кормить народ, поэтому надо отхватывать все новые и новые площади. Это все иллюзия. На самом деле любая экосистема, и человеческая экосистема, антропогенная, они следуют одному и тому же принципу. Они могут производить значит, биологической продукции не больше, чем в данной, положим, экологической зоне. Вот они этой зоне соответствуют, и вот это производят. Теперь они, когда уничтожают вот эти дикие экосистемы, то они вот как бы вместо них вот этот урожай собираются получить с полей. Ничего не получится. Потому что когда значит, переходит этот рубеж, общая продуктивность всей этой площади, вот положим, страны, падает. И сейчас мировая статистика показывает, что все вновь захваченные площади, они отличаются очень низкой урожайностью. За исключением суперразвитых стран, где эта высокая продуктивность поддерживается совершенно искусственными случаями, способами колоссально разрушающими природу. Там у них
только техника на поле, на каждой, выходит не меньше 20-30 раз. То есть это все перетаптывается, перемалывается, и обрабатывается всеми возможными, так сказать, веществами и всеми прочими. То есть это уже не природная, а уже искусственная продуктивность. Вот эти, отсюда, значит, надо прививать понимание истинных ценностей. Вот. Те ценности, которые нам прививаются сейчас обществом сверхпотребления, это ценности рынка, ценности товаропроизводителей. И мы становимся сами некоторым товаром. Вот в этом во всем дело. Существуют определенные человеческие ценности, эстетические, этические ценности, через которые нельзя перешагнуть. И одной из этих этических ценностей должно быть сохранение родной природы. Потому что если мы уже ее придадим, то тогда зачем нам на этом месте, на этом мире существовать? И справедливость. Вот, значит, как мы можем обеспечить доступными товарными услугами, это тоже об этом нужно думать, что на самом деле значительная часть товаров и услуг, они, так сказать, созданы искусственно. Вот. Они стоят баснословные деньги, они недоступны, по большому счету они и не нужны. И очень часто как раз вот эти сверхпотребности нарушают доступность необходимых товаров и услуг для, так сказать, значительной части населения. Я уже просто не буду говорить о том, что огромное число людей просто голодает, и многие помирают просто с голода. Наконец, эффективность. С наименьшими общими затратами ресурсов, значит, должна достигаться большая эффективность. Вот то, что мы все больше и больше ресурсов забираем от природы, это вовсе не означает, что мы получаем все больше и больше благ. На самом деле это все забирается не для повышения благ, а для повышения, так сказать, прибыли. Причем прибыль за счет наименьших затрат. И это очень часто приводит к тому, что страдает природа, потому что вот нет в обществе не выработано механизма защиты прав природы. Вот эти все законы, которые издаются якобы в защиту природы, они совершенно не соответствуют своему назначению. И, наконец, чистота, это понятно, что можно об этом много говорить. И та же супер благоприятная страна Соединенных Штатов Америки создала самый большой остров мусора в мире, который занимает эту мире площадь, сопоставимую с площадью Европы. И этот остров мусора плавает в Тихоокеане. Потому что считают, что там сейчас 3 острова. Дальше. Эко-идеология. Вот основой идеологии нового экологического порядка должен стать принцип партнерства с биологическим миром. Мы до сих пор никак не понимаем, что мы только один из видов. И мы ничуть не лучше никакого другого вида. Любой комарик точно столько же значит, сколько им каждый любой из нас. Вот. Имеющий равные человеку права на существование, культ дикой природы, естественных систем, как творцов среды, пригодных для жизни человека, и единственных надежных гарантов его будущего. Сохранение дикой природы не милость и прихоть, а настоятельная необходимость для всего человечества. Вот главный принцип. Ничто, кроме естественных систем, не в состоянии обеспечить приемлемую среду обитания для человека. Мы производные определенного типа биосферы.
именно цветковый состав. Положим, динозаврам здесь нет места, потому что они так или иначе уничтожили свою биосферу, которая была биосферой голосовых растений. Так что, если мы не сохраним именно эту цветковую биосферу, а в результате нашего воздействия мы перейдем в какую-то иную систему, какой мы не знаем, жизнь сохранится, но без человека. Так же, как вот жизнь сохранилась, но без динозавров. Дальше. Вот жизнь. Жизнь – это самовоспроизводство организма и благоприятная среда обитания в определенном объеме пространства, закономерно организованной совокупностью тысяч видов растений, животных и других организмов, образующих биологические системы. Самая бедная эта система состоит из многих тысяч видов. Это растения, это животные, это различные бактерии, грибы и так далее. Это все совершенно необходимые компоненты каждой биосферы. Биосфера – это фабрика жизни, не биосфера, а это экосистема. И это самая нижняя единица самовоспроизводства. Не отдельный вид, не отдельная популяция, а именно экосистема в целом может самовоспроизводиться. Самым нижним уровнем жизни является естественная экосистема, и ничто, созданное человеком, не в состоянии самовоспроизводиться. Сам человек не в состоянии самовоспроизводиться. Без биосферы его просто нет. Он воспроизводится только, можно сказать, паразитивными биосферами. Вот без экосистем человек обречен на вымирание. Вот, положим, все антропогенные экосистемы воспроизводятся только под воздействием человека. Поэтому это не жизнь. Вот. Это не живые системы. И человечество тоже не живая система. Мы все живые организмы, но в целом, как человечество, не живая система. То есть мы не носители жизни, мы потребители жизни. А вот производят жизнь только естественная система и биосфера. Вот как устроена жизнь. Значит, очень большое количество продуцентов по биомассе. Травоядные и хищные – это те, которые потребляют и потребляют очень травоядных. И вот редуценты, их очень как бы немного по весу, да, но это совершенно необходимая часть для того, чтобы вернуть в минеральное состояние всю эту органику, которая была произведена продуцентом. И это совершенно необходимый оборот. Вот чего нет ни в одной человеческой системе. Дальше, пожалуйста. И вот круговорот биогенов. Это очень сложная задача. Чрезвычайно сложная. Гораздо проще произвести из, положим, воды и углекислого газа при помощи фотосинтеза какое-то органическое соединение. Но вернуть его в неорганическое состояние – это очень сложная задача. И поэтому вот продуцентов всего 350 тысяч видов, а консументов, пожалуйста, это 1,5 миллиона видов. И 75 тысяч видов с редуцентов. То есть вот должно быть огромное количество видов, которые вот это все перерабатывают. Вот почему нужно такое биоразнообразие? Вот у человеческих систем продуценты там есть, там, ну, положим, несколько сот видов, а консументов практически нет. Человек главный там консумент, но и немножко консумент это скот, домашний. И все домашний, больше ничего. Ну, я про кошек, собак не говорю. То есть это не система. Он не может производить что-то. Вот только такие системы могут производить. И поэтому вот и там каждый вид нужен. Вот в человеческих системах антропогенных много ненужных видов.
И там именно в человеческих системах появляются вредители. А вот в нормальных естественных системах каждый вид нужен каждому. Вот это главный принцип. Необходимость каждого. И вот если человечество будет действовать по этому принципу, оно станет намного лучше. Дальше. Вот ответственность за окружающую среду. Это просто основные компоненты. Это сохранение чистого воздуха, нулевые отходы, экологическое правосудие. В общем-то, не очень-то понятно здесь вот эти нулевые отходы. Но это совершенно необходимая задача, потому что вот так хоть как-то можно приблизиться. Это не значит, что не будет отходов. Но это значит, что должна быть налажена целая система, целая отрасль, которая будет заниматься этими отходами, чтобы эти отходы возвращались в оборот. Это не куда-то там запирали, а в оборот возвращались. Вот тогда человечество не будет столь значительно властным по отношению к своим соседям. Ну, про экологическое правосудие я не рассказал. Вот, значит, это сохранение экосистем в первую очередь, это экотехнология, это альтернативная энергетика, это экодома, экопоселение, это экоматериалы, резко сокращение полной переработки отходов и господство принципов прав природы. Это чего у нас пока что нет. Только, так сказать, забудем. Что я хотел бы сказать? Я хочу сказать, что все-таки некоторые технологии начинают все-таки как-то внедряться, худо или бедно. Ну, например, в Казахстане. Где-то лет 15 назад я встречался с моим казахским другом. Вот. И он как раз занимался геномодифицированной кукурузой, геномодифицированной пшеницей. Я говорю, нет, что-то этой ерундой занимается. Он говорит, так будем делать, чтобы вредных там, так сказать, веществ не получилось. Это, я говорю, иллюзия. Вот. Для того и делаются геномодифицированные организмы, чтобы появлялись вещества, которые не перевариваются организмом. И человек, если ест эти геномодифицированные вещества и не подыхает, то только потому, что у него есть и другие источники питания. А вот, положим, какой-нибудь вредитель ест только, положим, одну кукурузу и тут же дохнет, потому что она у него не переваривается, потому что эти умные люди создали такие органические соединения, для которых нет ферментов, которые их разлагают. Что человек лучше этих насекомых, что у него есть этот фермент, ничего подобного. Он такое же живое существо. У него этого фермента нет. Значит, это у него в животе просто грызет. Вот. Ну вот я с ним это говорил. Сегодня не сегодня. В этом году он ко мне приехал. Говорит, приехал специально сказать большое спасибо за то, что Он говорит, я тебя совершенно не хотел слушать. И считал, что ты говоришь ерунду. Вот, я ему говорю, ты перейди к другим технологиям. Есть много технологий, которые дружественны природе. А это антиприродные технологии. Я ему рассказал несколько примеров, что можно делать, чтобы не так разрушать природу при нашем земледелии. И вот он пришел, то есть, и говорит, вот я пришел сказать спасибо, что ты меня поставил на путь истины. Он, оказывается, бросил генную инженерию и занялся так называемой нулевой технологией. Нулевая технология – это посевы без вспашки. То есть никакой пахоты нету. И столкнулся с диким сопротивлением Министерства сельского хозяйства, всех академиков от сельского хозяйства и все прочее. Они ему говорили, что это все превратится в бетон через некоторое время, без вспашки. А другие говорили, это все зарастет сорняком, без вспашки. Спахиваешь эти уничтоженные сорняки.
и так далее, и тому подобное. Масса. Он говорит, вот в этом году специально из Соединенных Штатов Америки прилетел к нему супермиллиардер, который поддерживает эту нулевую технологию. Специально, потому что он в этом году, значит, вот, все-таки какой-то успех и признание получил. Потому что на обычных землях не было нормального урожая пшеницы, а на землях с пашка был нормальный урожай. Вот. И это стало известно на совещании Назарбаева, и Назарбаев приказал вот этой технологией заниматься. Приказал, да? Приказал, конечно. Ну и слава Богу. Между прочим, как оно противостоит? А вы технологию понимаете, как оно противостоит? Ничего не переворачивается. Не переворачивается. Абсолютно ничего не переворачивается. Существует специальная сеялка, конструкция такая, которая делает только борозду на специальную глубину, на которую сажаются эти семена. Дело в том, что там одна такая хитрость. Значит, при обычной вспашке, они вот говорят, что нет сорняков, сорняки есть. И в каждом вспаханном поле семян этих сорняков по меньшей мере 20 лет запас. Вот. В этой толще, которая перепахивается. Просто каждый год они выковыривают очередную порцию на высоту, с которой они начинают прорастать, и так далее. Все это возобновляется. Когда стали заниматься новой технологией, вот эти сорняки первые только 3 года росли, они использовали обычные гербициды, на 4-й год их не стало, потому что вот этот запас в верхней части почвы исчез, а из нижней части почвы они не выгребаются. Все, сорняков нет, получает преимущество только та культура, которую, значит, сеет. Вот. То есть не нужно обрабатывать против сорняков. Вот. И эта почва, он просто в восторге говорит, эта почва как губка, говорит, такая мягкая, вот, это она такая замечательная, и так далее. Просто с любовью, с восторгом говорил об этой почве. Вот, говорит, это он бился 15 лет, и, наконец, вот добился от какого-то результата. Я просто говорю как пример, и это технология. Дело в том, что вот в том же Казахстане, когда распахивали целину, получили огромный урожай в первый год. Этот урожай на 80% был потерян, его собрали, он сгорел просто, потому что все силы были направлены на то, чтобы распахать и посеять, и собрать. Но не подумали, что надо было увозить, элеваторы нужны, там, 3-10. Вот это вот осталось не увезенным. Вот. Это не самое страшное. Самое страшное, что за ближайшие несколько лет вот этот верхний почвенный слой весь сдуло вот этими пыльными бурями. Все. И сейчас там остались жалкие остатки этой почвы, которая вышла из-под степи. Так что это далеко не лучший способ вспашки. И она в значительной мере антиэкологична. Вот я просто пример привел, что есть нулевые технологии, которые могут, а там очень не только нулевые, там масса других технологий, вот, которые все это позволяют делать с очень большим. Еще один очень небольшой пример. Очень небольшой пример. Значит, моя жена купила домик небольшой, но участок значительно большой в городе. Но прежние хозяева занимались вот современным
огромное число садоводцев. То есть они вот в подвале там было такое количество ядов, что можно было полгода отрывать. Земля была вся в пыль превращена, там ни одного червя не было. Было огромное количество вредителей. Они ежегодно все это дело тщательно и по много раз всякими ядами обрабатывали. А у меня задача была поселить на этом участке соловья. Для того, чтобы поселить соловья, ему нужно очень большое количество членистоногих с мягкими эффективными попробами, потому что птенчиков только такими и можно никак. А это мухи и пауки в основном. И моя была задача развести на этом участке возможно большее количество мух и пауков. То есть то, что наше сознание цивилизованных людей считает это ужасно, это противно, это нехорошо, это вот это сознание. Я поэтому всегда против сознания. Потому что ничего нет прекраснее мушек и пауков и комариков. Вот. Я этого добился. Ну, каким образом? Я пошел по вот этой нулевой технологии. Я не пахал. Я не обрабатывал ни грамма ядов, ничего. Я единственное, что делал, я поощрял рост тех сорняков. У меня ничего там, кроме сорняков. Ну, там какие-то цветы, ягоды, фрукты, это все было. Вот. Если хотел, я сажал, там тоже прямо сразу в кучу помидоров и что. Но не пахать, главное. Вот, не скапывать. И вот там у меня, значит, ну, там у него, там раньше от прежних хозяев осталось пустыня. Тут весь двор зарос сорняком непролазным. Но я его, значит, уничтожал те, которые мешали друг другу. Я добивался наибольшего разнообразия. И не от таких там каких-то особенных цветочков, а от таких, которые мухи любят. Вот. Это различные зонтичные. Вот, и так далее. То есть это они сами все росли, я ничего не притаскивал. Все у меня появилось вот это все разнообразие, огромное количество мух, огромное количество пауков и прочих замечательных членистоногих. Там была проблема, у них была эта грядка с клубникой, но ее невозможно было попробовать, потому что было достаточно много улиток, они сжирали этих. Тут же все это. Грядка эта осталась. Жалко, надо принести. Улиток стало раз в 20-30 больше. Но все эти ягоды, клубники, оставались нетронутыми. Улиткам вот в таком дворе, где много чего, всякой зелени, было чего есть. Вот вы выбросите себе во двор эти шкурки, положим, этого арбуза, ну и пролежит неделю, высохнет, скрючится и так далее. У меня за несколько дней там ничего не остается. Все сжирают вот те же самые уховертки, те же самые улитки и прочие всякие нечисть. Все сжирают у них буквально за несколько дней. Целый арбуза, вот этих корок, ничего не остается. Следа. И у меня никаких кухонных отбросов не было. Я все вываливал на грядку, они тут же всем этим двором сбегались и все пожирали. То есть это все было шикарно. У меня появилось огромное количество червей, почва была шикарная. В общем, все было нормально. А главное, что у меня появился соловей. И соловей, значит, появился. И самое интересное, что он меня принял за обслуживающий персонал. Потому что когда появляется во дворе окошко, он прилетает к веранде и говорит: ты что здесь расселся, гони отсюда кошку, потому что эти птенчики во дворе. Я выбегаю, выгоняю эту кошку, чтобы она там не ходила.
И птенчики решили, что я действительно вот как бы, служащий персонал, и уже вторая или третья поколение этих соловьев, они считают меня вот как бы придатком к этой экосистеме. Вот, и я единственный в мире человек, у которого соловей купался в ногах. Я сидел на кресле, значит, рядом лежал шланг, из которого натекла вода. Прилетел соловей, стал у меня в ногах купаться. Потому что я, так сказать, реализовал принцип «каждый полезен для каждого». Это вот просто один из примеров, что это вообще в принципе возможно для каждого. Дальше. Вот цель. Экологическое образование в конечном счете должно быть нацелено на формирование экологической культуры. Экологически ориентированных установок, определяющих отношения, оценки и действия во всех сферах человеческой деятельности. Действий дружественной живой природе как единственной полноценной основе стабильного существования человека. Это главное, чего должно добиться экологическое образование. Дальше. Принципы. Принципы такие. Это этическая ответственность. Именно этическая ответственность. Именно должна быть экологическая совесть. Вот. Активное участие, благоговейное перед жизнью, живой природой – это основные принципы экологического исследования. То, что не вырастил сам, не трогай. Вот я как-то разговаривал с работниками детских садов и говорил, что учите их, чтобы они в поле выходили и не рвали цветы. Как тогда они будут, не приучиться любить природу и так далее? Вы рвать цветы, это что, любить природу? Вот у нас есть большие любители природы, это охотники. Более сволочного народа я просто не видел по отношению. Вот. Нельзя продавать то, чего нельзя купить ни за какие деньги. Вот сейчас, опять же, вернемся опять к этому охотнику, сейчас торгуют правом убивать на нашей территории этих козлов, диких и диких баранов, да? Вот. Это прошла конференция международная, саммит, где всех стран, где где живут эти басы. И там пытался вставить свои полкопейки, сказать, что нельзя стрелять пищу для барсов, после этого вопить, что мы его охраняем. Ничего из этого не получилось. Так что вот это потому, что привлекательность Кыргызстана, что что-то можно продать. Вот. Так вот нельзя продавать. Вот вы этих самых зверей на этом самом месте ни за какие деньги не купите, а торговать нечего. Вот сделайте сначала, чтобы их было немерено. Тогда другой разговор. Дальше. Это наш человек вопрос. Это наш человек. Спасибо большое, Эмиль Джапарович. Коллеги, есть возможность задать вопросы. Есть вопросы? Игорь Иванович, можно вопрос? Да. Это ваша картина, да? Это да, это пастель. Игорь Иванович, можно такой вопрос? Значит, я из Молдовы, у нас 122 человека на квадратный километр. Из 25% лесов осталось меньше 8. Но это официально, да? Что делать? Убрать людей? Всех на работу в России и в Молдове? В Молдове? Да. То есть вот проблема, да? 122 человека на квадратный километр. Это действительно проблема. На самом деле в Молдове нет естественных систем. Я могу вас успокоить. Ну, немножко там вода осталось, у вас все вторичное. осталось. Да, не вторичное. Да, нет, это вторичное. Да. Да, у вас первичных не осталось. Но и в этих условиях тоже есть
возможность, так сказать, вот эти вторичные системы все-таки переводить в состояние более-менее приближающееся к естественному. Вот это даже не обязательно, чтобы площадь увеличивалась, да? А главное, чтобы их увеличивалось внутреннее разнообразие. Тогда они будут приближаться к естественным лесам, и тогда они будут формировать хорошую среду жизни. А с людьми что делать? А? Вот уехал миллион, да, нас стало меньше. Было 4, осталось 3 миллиона. Это хорошо? Или плохо? Нет, Я к тому, что вот как найти эту золотую середину, правда, между народонаселением. Вы поняли мою мысль, да? То есть мы не Киргизия, мы не Казахстан. Мы в центре Европы, да, у нас несчастных 2 реки, которые уже не реки, вы знаете, правда, да? И высокая плотность населения. И надо радоваться тому, что есть гастробайтеры, есть люди, которые уезжают. Я жестокие вещи говорю. Но, наверное, ради природы это хорошо. Мы это чувствуем, это неплохо. Но с другой стороны, где баланс? Как? Переселяйтесь в Сибирь? Нет. Молдаван? Дело в том, что... Там Китай, например. Нет. Дело в том, что это одна из таких наиболее дискутируемых проблем, которая как раз касается перенаселенных стран, вообще с исчезнувшей природы. Те же Нидерланды. Да, я не говорю, там еще хуже, чем там еще. Там вообще ужас, с экологической точки зрения, сплошной ужас. Но я ездил по многим странам Европы. Вот считается, что хорошо обращенные, восстановленные леса в Германии. Да. Я к ним приставал, говорю, покажите мне хоть один участок нормального леса, естественно. Восстановленные, они не восстановлены по принципу экосистемы, а по принципу экопарка. Это разные вещи. Вот. Все, они мне ничего показать не могли. Потом вот отослали в Баварию. В Баварии я плевался, потому что там сучку не дадут упасть на землю. Все подбирается, чистится, листится. Вот у нас в парках еще вот более естественно. Так что они потеряли просто представление о том, что такое дикая природа. Ну вот это очень серьезная проблема, потому что, да, очень много именно из-за того, что безудержно растет население планеты, многие страны и так далее. И с этим надо бороться, в принципе. Ограничивать размер. Обязательно. Ограничивать размер. Потому что другого пути нет. Потому что по многим, так сказать, подсчетам независимым, а планета в самом лучшем случае может выдержать 2 миллиарда. Нас уже 7 миллиардов. То есть вот эти 5 миллиардов, это уже никакие экологические меры нас не спасут. Кто об этом должен думать? Об этом думать в каждой стране, в каждом правительстве. То есть большое количество населения, это вовсе не значит хорошая жизнь. Это всегда признак плохой жизни. Спасибо огромное. У нас еще один вопрос. Я являюсь учителем естествознания, я в городе Бишкеке работаю. И в курсе естествознания, вы, наверное, знаете, есть вопросы, именно касающиеся экологии. Вот хочется из ваших уст узнать, чему я в первую очередь должна научить наших детей. Вот о чем я должна в первую очередь говорить? В первую очередь нужно все-таки внушить детям, что самое ценное на планете, что есть и что поддерживает человечество в мире, это дикая природа. Потому что расхожее мнение, что дикая природа это лишнее, что все надо облагородить. Это все, вот это такое заблуждение, которое идет от века просвещения. Когда считали, что человеческое знание все решит. Без, человек не царь природы. без экологии, да, не царь природы. И без вот, дикой природы, причем достаточно хорошо сохранить, нам просто не жить. И таким образом, какие блоки лучше необходимо рассматривать в курсе естествознания о естественной природе? Ну, главное, вот, в
в первую очередь именно о естественных системах. Вот то, что я здесь представлял, естественные системы, по ним уже есть некоторые разработки непосредственно для Кыргызстана. Спасибо. Где эти разработки посмотреть? И это вот вопрос координатора. Пускай не отдавай. Спасибо. Сейчас у нас тут Галина. Я прошу прощения, вот, в принципе, то, что связано с обществом сверхпотребления. Мы действительно живем в мире, где у нас укороченный жизненный цикл всех товаров, собственно, мы производим гораздо больше, именно потому, что мы пользуемся многим один раз. Но с другой стороны, у этого самого общества сверхпотребления есть то, что является социально привлекательной компонентой. Мы поддерживаем даже слабые формы жизни в этом социуме. Именно мы удлинили срок жизни и поддерживаем любые формы человеческой жизни, даже слабо жизнеспособные. Вот нет ли здесь вот этого конфликта между необходимостью человечества в его количественном наборе и, с другой стороны, социальным запросом развивать все, связанное с человеком? Вот Бодрияр же он очень хорошо еще в прошлом веке написал, да? Но он тогда только об обществе потребления писал. Как нам состыковаться с этой устойчивостью, которая предполагает, в принципе, тоже интересные формы развития разных социумов? Но вопрос о устойчивости стал совершенно не случайно. И он как раз реакция на то, что многие проблемы вот этого развития, они в конечном счете были раньше ориентированы на удовлетворение вот этих всяких потребностей. Кроме потребности в сохранении самих условий существования, природных. Вот. И поэтому мы зашли слишком далеко здесь. И если мы каким-то образом этот вопрос не решим, то все эти благие наши пожелания, всех удовлетворить, всех оживить и так далее, это кончится ничем. Там, я говорю, все равно главный императив – это сохранение естественных костей. Все, что, так сказать, ведет к разрушению, должно быть предусмотрено. Это заставит изменить восприятие жизни в социуме, да? Да, конечно, абсолютно. Потому что человек не носитель жизни. Вот Ему нужно об этом сказать. можно. Он не носитель. Носитель жизни – это тот, что воспроизводит эту жизнь самостоятельно, так сказать, в данном объеме пространства. Человек этого не в состоянии делать, значит, он не носитель. Спасибо большое. Спасибо. Секундочку, здесь вопрос был. Можно, Алмата Украенко, хотела вас спросить, вот я знакома с работами Курдюмова в России, вот в области нулевых технологий. А как фамилия нашего ученого казахстанского, скажите, пожалуйста. Я знаю, как его звать. Мурат, но извините, не хватает, чтобы еще фамилию. Где можно узнать? Он в Алмате живет. Ну, как, я вот организаторам скажу, у меня просто не слишком хорошая память. Если бы вы спросили про какую птичку, я бы сказал. Спасибо. Вопрос. Людмила, город Уж, Киргизия. Я вот выслушала сейчас очень интересную вашу речь. Выросла в семье. У меня бабушка была абсолютно неграмотна, но она нас воспитывала точно так же, как вы. У нас во дворе в саду были соловьи. Но сколько я не пытаюсь с окружением достучаться до сердец для образа мышления, чтобы другие... Да, я сейчас установлю свое. Да, я тебя понял. Как сделать, чтобы было очень много людей, таких как вы,
чтобы также относились. Вот мы как учителя, вот как все-таки достучаться до сердец, до учеников, и чтобы все это было действительно более широко и чтобы... Вот вы сами ответили на этот вопрос, что было достаточно много людей обеспокоенных, так сказать, Ну не слышат, экологическими просто проблемами. не слышат. Должны именно быть такие учителя. Вот мне просто повезло на учителей, которые мне привили такие вещи. И вот это, вся надежда на вас. Вот таких людей будет. Чем больше вы воспитаете. Спасибо. Спасибо огромное. Я думаю, что это как раз...